Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амшикшара. 27 сентября столица нашей Родины, Сухум, отмечает День освобождения от грузинских оккупантов. 26 лет назад, после кровопролитных боев, государственный флаг Республики Абхазия взвился над зданием бывшего Совета министров. 11 дней и ночей шла операция по освобождению Сухума. Ко дню освобождения столицы нашей Родины городская администрация подготовила и провела ряд торжественных и праздничных мероприятий. И начались они традиционно с церемонии возложения венков в Парке Славы. Репортаж Алики Трапш. Стратегическое наступление вооруженных сил Абхазии с целью освобождения столицы республики Сухума, начавшееся 16 сентября 1993 года, успешно завершилось 27 сентября. 17 сентября абхазские войска вышли к стратегическим дорогам, ведущим в центр города, и заблокировали их. Подразделения, прорывавшиеся в город с севера, развивали наступление, и часть из них соединилась с частями войск первого фланга. Были заняты стратегические высоты над городом – Шрома, Каман, Цугуровка, Ахалшени. К 20 сентября абхазская армия вошла с боями в город. 21 сентября подразделения нашей армии сомкнули кольцо вокруг Сухума. 22 сентября 1993 года командование грузинских войск попыталось морским путем доставить в Сухум дополнительные силы. Однако абхазские войска не дали такой возможности. 24 сентября абхазские войска захватили ряд новых плацдармов в городе. Противник отступает, неся большие потери и уничтожая на своем пути все жилые строения. К вечеру 25 сентября флаг Республики Абхазия развивался над железнодорожным вокзалом столицы. 27 сентября 1993 года абхазские войска вышли к центру города. И в 15:30 флаг Республики Абхазия развивался над зданием Совмина. Столица была освобождена. Эта победа предопределила общий исход Отечественной войны народа Абхазии. Враг был сломлен. Через 3 дня абхазская армия вышла на границу по реке Ингур. В ходе операции по освобождению столицы абхазские войска понесли немалые потери. И каждый год в этот день, как и 30 сентября, люди идут к мемориалу славы, чтобы отдать дань памяти и уважения погибшим воинам. И, конечно же, главные герои сегодняшнего дня – ветераны и матери погибших защитников Родины. Волнуясь и превозмогая боль утраты, они возлагают цветы к подножию мемориала, вспоминая боевых товарищей и сыновей, не доживших до сегодняшнего дня. Премьер-министр Валерий Бгамба, члены правительства, депутаты, военнослужащие, представители общественных и политических организаций, горожане, школьники. В этот день вся страна склоняет головы перед подвигом воинов-победителей, перед героизмом и самоотверженностью абхазского народа. Спустя столько лет в памяти ветеранов все еще свежи события тех лет. Весть об освобождении столицы они услышали, находясь на разных линиях фронта. Ту радость и ликование, которую испытывал весь абхазский народ, никогда не забыть. На массиве Гумиста 22-го меня ранили, на 27-го, в день освобождения города, я находился в госпитале. Когда эта вот радостная весть пришла, честно вам скажу, в палате все плакали. Ну, потому что в эти моменты ты обычно вспоминаешь тех ребят, которых нету рядом с тобой, которые, к сожалению, не дошли до этого большого события, большого праздника. Мы все друг друга берегли, знали, что завтра кто-то уже может не быть. И вот по этим отношениям, честно говоря, мы все скучаем. И я хочу, чтобы вот эти отношения вернулись. Я находился на Восточном фронте. Значит, мы встретились вместе, Восточный и Западный фронт встретились. И считайте, что на следующий день мы зашли в Ачимчиру и дошли до Ингур. Когда уже освободили столицу нашу, нам было, конечно, и радостно, и гордились этим. И все, мы еще, как говорится, в силе, в двойном силе уже пошли наперед, уже никто нас не мог уже остановить. Я был в госпитале 18 сентября, попал в госпиталь. Услышал уже практически в госпитале и рвался к своим ребятам, чтобы стать рядом.
В операции по освобождению Сухума принимали участие добровольцы из Северного Кавказа, Юга России, представители абхазской диаспоры Турции и Сирии. Кавалер ордена Леона Артур Алоев из Кабардино-Балкарии каждый год приезжает в Абхазию на празднование Дня Победы. По словам ветерана, у него никогда не было сомнений, что Сухум будет освобожден, а затем и вся Абхазия. А уже обратной дороги не было. Мы сюда приехали, чтобы победить. Много потерь, но зато зашли. Радости было много, что сделали это. Обидно вот то, что женщины и дети погибли. А в остальном солдаты воюют, родину защищают, без потерь не бывает. А сегодня радостно, что люди помнят, посещают эти мероприятия. В эти праздничные сентябрьские дни ветеранов и жителей Абхазии переполняют смешанные чувства. Но тяжелее всего семьям погибших, чьи родные так и не увидели долгожданную победу. Мой сын погиб 18 сентября на поступах Сухума, при взятии Сухума. Конечно, радость была большая, но для меня лично была трагедия, что мой сын за неделю до победы погиб. Я поздравляю весь народ, живущий в моей стране. Пусть они будут счастливы, и вот эту победу пусть несут с честью и с достоинством. Я хочу от души поздравить народ Абхазии с этим большим днем. Пусть в Абхазии никогда не происходят такие моменты, чтобы дети плакали от выстрелов, чтобы родители плакали от потери детей. Пусть процветает Абхазия. Дай Бог, чтобы на всей земле Абхазии, не только в Абхазии, но и во всем мире не было войны. И мы поздравляем от всей нашей делегации, от нас мы поздравляем вас с этим праздником. Благополучия вам и процветания. Хочу от всей души поздравить абхазский народ с праздником, с Днем Победы вас. Хочу пожелать огромного счастья, процветания вам и всех благ. От наших матерей низкий вам поклон. Во время войны наряду с мужчинами на фронт шли и хрупкие девушки. Благодаря их мужеству и непоколебимой стойкости были спасены сотни жизней наших солдат. Пусть процветает наша Абхазия, пусть друг друга, как мы любили во время войны, как мы кусок хлеба делили, что мы могли так быть с хлеб-солем, всегда встречали гостей, всегда принимали нашу добрую, светлую Абхазию. Сегодня столица Абхазии, Сухум, отмечает свое освобождение. Целое поколение выросло за 26 лет. Погибшие защитники Отечества не увидели, как растут их дети и внуки. Но отрадно, что молодежь нашей республики чтит и помнит подвиг своих отцов и дедов. Аля Катрапш, Алексей Гухава, Дэвид Анкваб, Абхазское телевидение. В Абхазском государственном университете почтили память студентов и преподавателей АГУ, погибших за свободу и независимость Абхазии. К памятнику погибшим во время Отечественной войны народа Абхазии, установленному во дворе университета, были возложены венки и цветы. 94 студента и преподавателя высшего учебного заведения погибли, защищая Родину. Сегодня 3000 обучающихся в АГУ студентов склоняют головы перед их подвигом. На Гумистинском мосту 27 сентября в торжественной обстановке были открыты мемориальные доски добровольцам Отечественной войны народа Абхазии, погибшим за освобождение нашей Родины. Подробности расскажет Сария Кварацхелия. В Отечественной войне народа Абхазии участвовало более 2000 добровольцев. 51 из них удостоен звания Герой Абхазии, 247 награждены орденом Леона, 623 медалью за отвагу. Более 260 добровольцев погибли, защищая свободу Апсны. 27 сентября, в день освобождения города Сухум, на Гумистинском мосту была торжественно открыта мемориальная доска в честь 6 добровольцев из Кабардино-Балкарской республики, которые погибли в ходе военных операций весной 1993 года. Славные ребята, которые отдали самое ценное, что человеку дано, это жизнь, но жизнь не свою отдали, совершая подвиг за подвигом.
Командир боевой группы «Кабарда», герой Абхазии Гена Карданов погиб 13 апреля 1993 года. Этот день унес жизни еще 5 бойцов. Те трагические события хорошо помнит брат Гена, ветеран Отечественной войны народа Абхазии Сергей Карданов, который чудом остался жив. Так суждено было. Потеряли мы самые хорошие, близкие ребята. Дай Бог им Царствие Небесное, чтобы им земля пухом была, чтобы сейчас поколение, которое идет, чтобы это не забивали. Самым молодым среди добровольцев был Валерий Берхамов. Скрыв свой возраст, он вступил в ряды бойцов. На тот момент ему было всего 15 лет. Жизнь Валерия Берхамова оборвалась во время мартовского наступления. Когда я его оформлял, он мне выдал себе на 4 года старше, а лицо совсем молодое, улыбчивое было. Я несколько раз поинтересовался. Он все расписал себе подробно, только бумажно скрыл свой год рождения. Представитель движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Нина Габуня выразила благодарность матерям погибших добровольцев, чьи сыновья по зову сердца стали плечом к плечу с братским народом и отдали свои жизни за свободу и независимость Абхазии. За эту землю они голову ложили. Дай Бог, это их земля, это наши братья, вся их родина, как наша родина и их родина Абхазия. Мы никогда не будем этих ребят, которые погибли с нашими детьми. Имена и фамилии добровольцев золотыми буквами вписаны в летопись Отечественной войны народа Абхазии. Память о тех, кто оказался рядом в трудную минуту, хранят и передают из поколения в поколение народы братских республик. Сария Гварацхеля, Инала Гухава, Абхазское телевидение. На площади Свободы в Сухуме в рамках проекта компании «Агвафон» масштабные флаги Абхазии поднят государственный флаг Республики Абхазия. В этом году один из самых крупных проектов «Агвафона» отмечает свое десятилетие. Стартовав в 2009 году по инициативе Ассоциации молодежных организаций Абхазии и Республиканского комитета по делам молодежи и спорту, проект шествует по городам и селам республики, оставляя за собой главный символ независимости страны. Местом установки флагов выбираются исторические памятные места нашей Родины. 27 сентября, в день освобождения столицы, доброволец из Кабардино-Балкарии Аслан Аббаев торжественно поднял флаг на площади Свободы перед символом освобождения Сухума, зданием бывшего Совета министров Абхазии. Это событие стало очень символичным, так как именно Аслан Аббаев 27 сентября 1993 года водрузил флаг над зданием Совмина в освобожденной столице. На протяжении 10 лет наша компания установила 20 государственных флагов во всех городах нашей республики. Также флаги были установлены в таких селах, как Путол, Тамыш, Лыхны, Гулрыбш и Нижняя Шера. Стоит также отметить, что данный проект начинался в городе Сухум. Также он и завершился в столице нашей республики. К теме празднования Дня освобождения Сухума мы еще вернемся, а пока к другим новостям. На имя главы Абхазии Рауля Хаджимба продолжают поступать поздравления в связи с его переизбранием на пост президента. В своем поздравительном адресе председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко отметила высокий уровень традиционно дружественных российско-абхазских связей и выразила уверенность, что переизбранием Рауля Хаджимба отношения между странами, базирующиеся на принципах союзничества и стратегического партнерства, получат дальнейшее развитие. С переизбранием на пост президента Рауля Хаджимба также поздравили секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба и председатель армянской общины Республики Абхазия Галус Трапезанян. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба совершил рабочую поездку в Очимчирский район и город Ткварчал. Глава правительства проинспектировал ход строительных работ на объектах, восстанавливаемых за счет средств российской инвестпрограммы на 2017-2019 годы. Все подробности у Алики Трапш.
Первый объект, который посетил Валерий Бгамба – Тхуарчалская центральная районная больница, которая была построена еще в 50-х годах прошлого века. Проект реконструкции предусматривает капитальный ремонт и строительство 4 отделений больницы – терапевтическое, хирургическое, акушерско-гинекологическое, педиатрическое. Здание многопрофильной больницы рассчитано на 49 койко-мест. Каждая палата будет оснащена новым необходимым оборудованием. Ремонтно-восстановительные работы в ЦРБ были начаты в 2017 году в рамках российской инвестиционной программы. Сметная стоимость проекта составляет более 250 миллионов рублей. На сегодняшний день в больнице уже проложены все коммуникационные системы. Практически завершены внутренние отделочные работы. По словам строителей, капитальный ремонт в Тхуарчалской больнице планируется завершить к концу текущего года. Общий объем работ на объекте центральная районная больница на данный момент находится уже на стадии завершения. К этому относится, значит, отопление, подводка воды, холодной, горячей, освещение, кондиционирование, вентилирование, значит, установка. На данный момент на месте уже имеется, значит, дизель-генератор. Будут уже установлены, то есть ламинарные потолки в оперблоках и в комнатах, в которых необходимы были установки этих ламинарных ячеек. То есть на 99% очищают воздух над операционными столами. Следующий объект, который осмотрел премьер-министр – детский сад в Ачимчере. Дошкольное учреждение строится с нуля. После сдачи в эксплуатацию сможет принять порядка 100 детей. Общая площадь детского сада свыше 2000 квадратных метров. Его строительство было начато в 2017 году. И на сегодняшний день строительные работы практически завершены. Сметная стоимость проекта – 126 миллионов рублей. Фасад полностью готов, за исключением цоколя. Внутренние работы у нас, полы на 2-м этаже фактически полностью уложены, стены все покрашены, вода, канализация, электрика, отопительная вся система, все готово на сегодняшний день. Осталось только освещение территории и основная сеть по электрике завести сюда, то есть силовое напряжение. Затем премьер-министр Валерий Бгамба посетил села Лабра, Кындых, Аракич, где за счет средств российской финансовой помощи были завершены работы по укладке асфальта. Дорога очень плохая была. 25 лет люди ждали этой дороги. 25 лет, значит, после войны. Ремонтные работы шли где-то в течение 10 дней. Нам положили 5 километров асфальта. Очень довольны люди. В селе Кындых асфальт был уложен протяженностью 6 километров и шириной 4 метра. По словам главы администрации села Зурика Чконя, это долгожданное событие для сельчан, так как более 25 лет дорога находилась в плачевном состоянии. В селе Аракич была аналогичная ситуация. Здесь дорожники проложили более 5 километров асфальта. Валерий Бгамба также посетил поселок Бабушера вблизи аэропорта, где относительно недавно были завершены работы по асфальтированию одного из участков дороги. На протяжении многих лет дорога по улице Алексея Кугони находилась в удручающем состоянии. Но теперь эта проблема решена. В рамках российской инвестпрограммы здесь проложено порядка 2 километров нового дорожного покрытия. В завершении поездки советник премьер-министра Самур Джикерба подвел ее итоги. В целом оценку можно дать удовлетворительную по ходу строительства садика и больницы. Что касается дорог, они, в принципе, завершены. В программе инвестиционной на этот год осталось обустройство еще одной дороги в селе Дранда, улица имама Шамиля. Что касается детского садика и больницы, ну, хотелось бы, конечно, чтобы темпы строительства были ускорены. И я думаю, что мы соответствующее внушение сделаем строителям, потому что задача стоит в конце года ввести оба объекта в эксплуатацию. В рамках следующей инспекционной поездки премьер-министр посетит Гагарский район. Аля Катрапш, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. Так случилось, что 27 сентября, в день освобождения Сухума, свой профессиональный праздник отмечают абхазские таможенники. 27 сентября 1991 года по инициативе председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Ардзинба была образована Абхазская республиканская таможня. Позднее орган государственного управления был преобразован. Однако именно эту дату до начала Отечественной войны народа Абхазии принято считать днем создания Абхазской таможенной службы.
С Днем образования ГДК Абхазии сотрудников и ветеранов таможенной службы поздравил президент Рауль Хаджимба. Государственный таможенный комитет Республики Абхазия вносит свой вклад в укрепление экономической безопасности нашей республики. От его качественной работы зависит благосостояние нашего народа, так как именно это ведомство несет ответственность за стабильное пополнение государственного бюджета. Профессионально выполняя свою работу, вы формируете позитивный имидж нашей республики. Постоянно совершенствуя методы и формы таможенного оформления и контроля, создавая условия для международной торговли, вы успешно выполняете задачи, поставленные перед вами руководством республики, отметил, в частности, в своем поздравлении глава государства. В день 28-летия со дня основания ГТК Абхазии в Сухуме прошло торжественное заседание. Репортаж Амелии Бисмарк. Дата 27 сентября поистине знаковая для Абхазии. В этот день мы поздравляем с днем рождения коллектив Государственного таможенного комитета и отмечаем День освобождения столицы от грузинских оккупантов. Указанные выше события следовали друг за другом с разницей в 1 год. Перед началом торжественного заседания сотрудники таможни почтили память воинов, погибших в Отечественной войне народа Абхазии. В создании таможенной службы важную роль сыграл Владислав Ардзенба. Именно по его инициативе в 1991 году Верховный Совет Абхазии издал постановление о создании республиканской таможни. Позднее, в 1994 году, президентским указом был образован Государственный таможенный комитет, который стал центральным органом государственного управления, осуществляющим непосредственное руководство таможенным делом в стране. Деятельность таможенной службы Абхазии направлена на решение важных государственных задач: защиту интересов государства, пополнение доходной части республиканского бюджета, повышение эффективности контроля. За это время таможенная служба, за время своего становления и функционирования, за 20 лет, от заполнения деклараций вручную дошла до электронной формы декларирования. Достигнутые показатели – это повседневный напряженный труд коллектива, состоящего из профессионалов высокого уровня. Сегодня важнейшими задачами, которые ставит перед собой Государственный таможенный комитет, являются повышение эффективности работы, внедрение новых технологий администрирования, совершенствование возможностей таможенного регулирования. Поздравить коллектив комитета с профессиональным праздником пришел вице-премьер республики. Джансук Нанба озвучил поздравительное письмо от главы правительства Абхазии. Уверен, что принципиальность и компетентность, присущие сотрудникам вашего ведомства, беспрекословное исполнение служебного долга и соблюдение законности, умение принимать верные решения в различных ситуациях позволят вам и в дальнейшем решать непростые задачи по укреплению экономической безопасности республики. Желаю вам и всему коллективу таможенного комитета крепкого здоровья, бодрости духа, профессионального роста и дальнейшей плодотворной деятельности во благо нашей Родине. Премьер-министр Валерий Ганов. Спасибо. В рамках торжественного собрания за добросовестное отношение к служебным обязанностям ряд сотрудников были награждены ведомственными медалями. Коллектив Государственного таможенного комитета Абхазии с профессиональным праздником поздравили и российские коллеги. Собравшимся в зале был озвучен поздравительный адрес председателя Федеральной таможенной службы России Владимира Булавина. Уважаемый Беслан Константинович, примите мои искренние поздравления по случаю профессионального праздника Дня таможенника Государственного таможенного комитета Республики Абхазия. В этот торжественный день желаю вам, дорогой коллега, и всему коллективу Государственного таможенного комитета Республики Абхазия крепкого здоровья, счастья, благополучия, плодотворной работы и дальнейших успехов в профессиональной деятельности. Многие сотрудники абхазской таможни погибли при исполнении служебных обязанностей. Сегодня с горечью о них вспоминают друзья и товарищи. Конечно, немногие сотрудники дошли до такого дня. Наши ветераны войны, ихним семьям всех благ, здоровья и удачи. Нельзя не отметить, что ряды сотрудников комитета постоянно пополняются новыми кадрами. Активно включаются в работу выпускники, получившие образование в специализированных вузах России. Амелия Бисмарк, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.
27 сентября во всем мире отмечают День туризма. Всех представителей туристской отрасли Абхазии с этим днем поздравил министр Автандил Гардския. Как отмечено в поздравлении, развитие туризма – значимый приоритет в работе правительства и в первую очередь Министерства по курортам и туризму. Каждый сезон появляются новые услуги, турпродукты, объекты показа, средства размещения, которые расширяют туристскую привлекательность Абхазии. Туристская отрасль ежегодно набирает обороты. Абхазия становится местом притяжения, а экскурсионные программы разнообразнее. Автандил Гардския пожелал всем, кто трудится в сфере туризма, оптимизма, осуществления всех жизненных и профессиональных планов, творческих успехов во имя процветания Апсна. Прошло 40 дней, как не стало абхазского искусствоведа, кавалера ордена Ахзапша третьей степени Бочи Аджинджал. Чтобы вспомнить известного общественного деятеля и большого патриота, в доме ученого собрались его родные и близкие друзья. Искусствовед, имя которого навсегда вписано золотыми буквами в историю современной абхазской культуры, был необычайно талантливым и разносторонним человеком. Сфера интересов Бочи Аджинджал простиралась от научной деятельности до идеологической борьбы абхазского народа за право на независимость. Друзья и родные вспоминают его как человека с широкой душой, добрым, энергичным, отзывчивым. Я вспоминаю его с улыбкой, потому что он был очень позитивный человек. У него была какая-то позитивная аура. Он всегда говорил о положительных вещах. Он не говорил никогда, не ныл. Никогда, когда мы встречались, он говорил о положительных каких-то ситуациях, как можно что-то доброе и хорошее сделать. Вы знаете, я знаю много искусствоведов, которые, когда меня встречают, как тут плохо, как плохо, как плохо. А вы знаете, а Боча, по-моему, о таких вещах не говорил. И это его какой-то светлый был человек. Бочи Аджинджал внес неоценимый вклад в исследование абхазского искусства. Более 50 лет он занимался изучением творческого пути выдающегося абхазского художника, сценографа, театрального критика Александра Чачба-Ширвашидзе. В 1978 году он подготовил и издал альбом работ художника. В 1985 году выходит в свет многолетний труд Бочи Аджинджал «Первое издание «Страницы большой жизни», также посвященный Александру Чачба-Ширвашидзе. Второе издание было выпущено уже в 2017 году. Книга пользуется большой популярностью среди широкого круга читателей не только в Абхазии и России, но и в странах Европы. Мне приходилось просто говорить с ним, с его этой книгой, через эту книгу с ним, потому что мне это говорило, кто он такой, и мне это хватало. Эта книжка и у меня лежала в ресторане и культурном доме, который я в Берлине сама основала, и люди показывали большой интерес. Я сама очень любила историю этого нашего великого художника, и все анекдоты и рассказы, связанные с ним. И, конечно, только Боча мог бы так, Аджинджал, написать хорошо о нем. И эта книга лежит в нашей центральной библиотеке в Берлине, и это очень приятно, потому что интерес очень большой и в Лувре, в библиотеке, и в центральных, и в наших столицах Европы, во многих городах. Я думаю, это очень много значит для нашего народа. Бочи Аджинджал был автором большого количества изданий на русском и абхазском языках, посвященных историко-культурным вопросам нашего народа. Помимо научной деятельности, Бочи Аджинджал в непростые для Абхазии времена принимал активное участие в национально-освободительном движении. В годы Отечественной войны он возглавил и координировал работу абхазской диаспоры в Санкт-Петербурге, помогал решать организационные вопросы по лечению раненых абхазских воинов. Даже такой был момент, когда я ему говорю: и что вы не поделили, говорю, между собой? Естественно, он очень взорвался в это все, и он понял, что масса людей недопонимает. И тогда он начал листовки клеить, газеты раздавать Абхазии, где было рассказано, что же случилось в это время, почему произошла эта война. Он очень много собирали мы гуманитарную помощь, принимали раненых в госпиталя. Такой у нас был Фиджан, царство ему небесное, который принимал в свою клинику людей. Также, какие-то, вплоть до того, что он собирал деньги для того, чтобы купить оружие.
После окончания войны Боча Аджинджил продолжил научную деятельность. Он вновь трудился над сбором материалов об абхазском искусстве, которые во время войны сожгли грузинские гвардейцы. Кроме того, велики заслуги Боча Аджинджил в популяризации изобразительного искусства Абхазии. Именно благодаря ему абхазские художники в послевоенные годы имели возможность проводить свои выставки в Санкт-Петербурге. Помимо научных статей об абхазском искусстве, Боча Аджинджил также писал стихи. Вот сейчас вышел сборник его стихов. После его смерти он не увидел этот контрольный экземпляр. Как раз его привезли, на второй день принесли из типографии на абхазском языке. Разнообразная тематика там, но в основном это, конечно, тема Родины. Вот патриотические мотивы, чувствуется, что ностальгия по родине. Не всегда он мог приехать, когда хотел, и боль, которую перенес наш народ в Отечественной войне, и в то же время гордость за свой народ, за героев, которые отстояли свободу и независимость нашей страны. В 1993 году Боча Аджинджил переехал жить в Санкт-Петербург. Несмотря на это, он активно участвовал в жизни республики. Никогда не упускал возможности рассказать всему миру о глубокой истории и культуре своего народа. Боча Аджинджил всегда был полон энергии и оптимизма и имел немало планов. Он все время жил для Абхазии. Если он был в Петербурге, он пропагандировал только Абхазию. У него было очень много планов. И уже даже, можно сказать, в период болезни он закончил книгу, которая выйдет уже сейчас, она уже в издательстве. Высказывания какие-то о Абхазии. И третья книга будет издаваться, которая она уже готова, о Чачбе. Третью книгу он должен был издать, и он хотел ее сдать в конце года. Боча Меджидович всегда принимал активное участие в культурных мероприятиях, организованных в Санкт-Петербурге. Его литературная и общественная деятельность, направленная на популяризацию искусства Абхазии, открыла жителям России многогранную абхазскую культуру. Боча Аджинджил награжден орденом Ахтзапша III степени, медалью в память 300-летия Санкт-Петербурга, занесен в летопись славы Золотой книги Отечества. Аля Катрабш, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. В честь Дня освобождения столицы в Абхазской государственной филармонии состоялся праздничный концерт под символичным названием «Сухом мы тебя оставляем ненадолго». Среди зрителей ветераны Отечественной войны народа Абхазии, матери погибших защитников Родины, горожане и гости столицы. Со сцены звучали песни, посвященные Абхазии, войне и победе. И, конечно же, Сухому. В это же время на набережной Махаджиров проходила выставка «Пленэр». Здесь также был организован конкурс по брейк-дансу. О том, как горожане отметили главный праздник столицы и какая в этот день царила на берегу атмосфера, расскажет Эсма Голанце. В выставке «Пленэре» приняли участие воспитанники Сухумского дома юношества и детской художественной школы «Айнар». Маленькие художники увлеченно рисовали виды набережной, природу и море. Мы рисуем в этот знаменательный день как свобода. То есть мы можем сейчас, свободны мы, люди, можем благодаря нашим предкам вот так выйти и порисовать. И спокойно порисовать, ничего не боясь. Чуть дальше, у колоннады, были выставлены картины учеников Сухумской художественной школы. В этих работах чувствовалась по-настоящему взрослая и профессиональная рука мастера. В 17:00 зазвучала зажигательная музыка. Начались соревнования между учениками школы брейк-данса под руководством Джамала Тачулия. Когда ребят пригласили поучаствовать в празднике, они с удовольствием откликнулись. Это уличный танец. Хотим показать зрителям, всем, как это красиво, как это танцуют. И дети раскрываются, когда на улицах видят музыку, слышат. И вокруг них, когда люди стоят, у них адреналин просто поднимается. И вот сегодня будет в течение полчаса мы будем показывать батлы. Перед батлом мы будем шоу делать. То есть командное шоу
составе 15-16 человек, мы покажем шоу. Несмотря на юный возраст, танцоры с ловкостью демонстрировали сложные трюки брейк-данса, показывая свою гибкость и выносливость. Дети крутились на голове, импровизировали на ходу, придумывая оригинальные движения. Я занимаюсь уже почти 5 лет. Не сказать, что я на каком-то супер высоком уровне, но у меня довольно-таки получается. Мне нравится. Приближается День Победы, и мы решили вот так его отпраздновать. Присутствует довольно-таки много людей. Мы хотим устроить шоу, показать людям, на что мы способны, что мы умеем. Тем временем вокруг танцующих собралось много взрослых и детей, которые с восторгом наблюдали за происходящим. Мы знаем от своих друзей, что сегодня день освобождения города, и так приятно, что наш отдых, наше путешествие в страну совпало именно с таким праздником. Мы видим, насколько приветливы горожане все. Мы почувствовали вот этот дух праздника, когда просто прогуливались по набережной, были в кафе. И нам было очень приятно, что вот наш визит совпал с таким, спасибо. Сегодняшний праздник был бы невозможен без поддержки государства. Администрация города Сухум подарила юным талантам возможность продемонстрировать свои навыки и украсить этот важный для сухумчан день. А теплая погода создавала еще более праздничную атмосферу и способствовала хорошему настроению зрителей и участников мероприятия. На набережной очень весело и многолюдно. Символично, что сегодня здесь собралось так много детей. Ведь благодаря тем, кто много лет назад приблизил победу, у наших детей есть возможность заниматься любимым делом. Эсма Гуланзе, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Празднование Дня освобождения Сухума завершилось шествием с флагами, которое сопровождалось национальной музыкой и танцами. Горожане целыми семьями вышли на набережную, чтобы принять участие в этой акции. А сейчас о погоде. По сообщению гидрометцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 13-18, днем 21-26. Температура морской воды плюс 22 градуса. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.